Асланбек, я привез с Москвы от лидера партии КПРФ, от Геннадия Андреевича Зюганова, твоей матери, Царство ей Небесное. Мы не успели вручить ей памятную медаль 70-летию Великой Победы. И я вручаю тебе эту медаль, это материнская медаль, сохрани ее. Что я могу сказать? Царство Небесное, матери. Да. И вот вторая медаль, это ты подписал книгу Геннадию Андреевичу Зюганову, француз. Ему очень сильно понравилось твое творчество. И он позвал меня и сказал, от моего имени, говорит, награди Пагиева Асланбека. И вот я привез от его имени вот медаль, памятную медаль 70-летию Победы. И сейчас буду вручать тебе эту медаль. Ну так, я поздравляю тебя с медалью. Ну, я еще привез кое-что. Тебе понравится. Медаль должна быть в моем деле. Во-первых, Геннадий Андреевич написал книгу «Пока не поздно». Он подписал тебе, вот как ты ему подписал книгу, он точно так же подписал Пагиеву Асланбеку удачи и Зюганова подпись. Пока не поздно. Я передаю от Геннадия Андреевича книгу. Плюс я передаю анекдоты Зюганова. Это 4-е издание, брошюра. Анекдоты почитаешь на досуге. Так. Плюс Геннадий Андреевич передал альбом фотографий. Альбом тут очень красивый альбом. И вот этот альбом забери. Так, идем дальше. Вот к этой медали 70-летию Победы, вышла газета «Правда». Газета «Правда», она вышла 10 мая 1945 года. Это оригинальная газета, мы ее распечатали с оригинала. И вот эта газета вышла, и вот тебе передаю тоже эту газету. Газета «Правда». Асланбек, вот я привез еще одну газету. Это тоже оригинал, который мы распечатали 1961 года, 13 апреля. Юрий Гагарин, как только улетел в космос, вот эта газета вышла, и все тут описывается именно тем временем. Вот это оригинальная газета, так что почитай, тебе интересно. А вот эта ручка Геннадий Андреевич, вот подпись его. И он сказал, чтобы ты продолжал писать книги именно вот этой ручкой. Я хочу сказать тебе огромное спасибо за книги твои, за то, что ты выпускаешь и на осетинском языке, и на русском языке. Это нам нужно, Осетии это нужно. Я могу сказать, что ты человек с большой буквы, это мое мнение. Мы с тобой друзья, я тебя братом своим считаю. И я тебе единственное, что могу сказать, пожелать, это продолжение вот своего таланта, чтобы ты его не закопал, а наоборот развил. Человек живет очень мало. И вот то, что ты делаешь, это нужно на сегодняшний день, нужно Осетии, нужно молодежи, чтобы не забывали язык свой, чтобы жили и читали вот эти все произведения твои и тому подобное. Ты пишешь от младшего поколения до старшего, всем пишешь. Спасибо тебе огромное. Желаю Спасибо тебе, Эдуард, за
твои вот эти вот презенты все. Спасибо тебе за то, как ты себя ведешь, как ты работаешь во благо всей России. Что ты делаешь для своей маленькой родины, если я очень тебе благодарен. Спасибо. Спасибо. Геннадий Андреевич, спасибо вам за такой шикарный подарок. Вот эта ручка, она будет стоять у меня на самом видном месте. Я даже не знаю, где-то она будет, вдруг украдут. Я ее спрячу подальше. Спасибо вам за такую награду. Эта награда сейчас должна быть на груди моего деда. К сожалению, его нету, но я постараюсь достойно прожить свою жизнь, чтобы не получилось, что наши деды зря отдали свою жизнь. Спасибо вам большое за вашу работу, за вашу любовь к родине. Спасибо за книги. Удачи вам, Геннадий Андреевич. Я хотел бы, чтобы к вам побольше прислушивались, побольше молодежи слышала то, о чем вы говорите, ваши старания, чтобы они распространялись по всей России вот, в виде нежного, воздушного, Божьего одеяла и накрывали собой, укрывали ласково, укрыли ласково наш народ весь. Спасибо большое.